Наши коллеги в Нерюнгринском районе провели рейд по точкам незаконной продажи алкоголя. Репортаж Игоря Акимова. К нам в редакцию поступила информация о том, что на территории Нерюнгринского района в нескольких гаражных кооперативах осуществляется незаконная коммерческая деятельность. Под видом злачных мест там реализуется алкогольная, мясная и иная продукция непонятного производства. Насколько эта информация достоверна и какие последствия могут повлечь такие кафе для своих посетителей, мы решили узнать, проведя свое собственное расследование. Установив скрытую камеру под видом обычных посетителей, мы отправились по адресам тех точек реализации алкоголя и мясной продукции, которые нам сообщил наш источник. Начав движение по заданному маршруту, мы застали несколько закрытых гаражей, где висели замки и следов какой-либо торговли обнаружено не было. Но мы направились дальше по списку, и наше упорство себя оправдало. Вы работаете? Да. У вас есть там что-нибудь покушать? Шашлычок, там пиво? Картошка смазанная, шашлык есть. Зайдя в ближайший к проезжей части гараж в кооперативе «Крастисиз», мы увидели довольно интересный интерьер. Уютно расставленные столики, приглушенный свет и спокойная музыка. Это то, что ожидает любого, кто захочет отведать там мясных блюд восточной кухни под алкогольные напитки различной крепости неизвестного происхождения. Хорошая водка у вас? Ой, Хорошая водка. Прям с мятой, что ли? Не, она хорошая водка. Голова не валит, ничего. Сам хозяин данного гаража оказывается еще и великолепный повар, окончивший в свое время техникум по этой специальности и нашедший себя как в кулинарии, так и в предпринимательстве. Вот только род его занятий, оказывается, не предусмотрен российским законодательством и влечет за собой правовую ответственность, что ему, естественно, известно, но никак его не останавливает. Что хочешь? Баранный шашлык, крылья шашлык, свинина шашлык, долма, шурпа, пити, кифта. Так его не ели. Шурпа, это... Мы продолжили свое расследование, двигаясь дальше по списку подпольных кафе и выехали в один из ближайших к городу поселков под названием Беркакит. Имея координаты очередной забегаловки, мы совершили туда визит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете? Да. У вас есть там что-нибудь покушать? Шашлычок, там пиво? Картошка смазанная, шашлык есть, оливье. В Оливье. Оливье. Выпить что-нибудь, там пиво? Пиво есть, водка есть. Приняли нас тут весьма душевно. Очень обходительная девушка описала нам весь ассортимент имеющихся у них блюд и напитков и предложила нам на выбор то, что мы пожелаем, затем призвав нас расположиться за любым удобным столиком. Но она у меня на улице плавает, она у меня вся замерзла. Вся замерзла? Да. Ну это паленочка, наверное. Она вся шпаленка идет. Разными инстанциями были проведены проверки по обращению компетентных лиц о нарушениях законодательства и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в гаражно-эксплуатационных кооперативах Нерюнгринского района. По результатам данных проверок ответственность понесли лишь единицы из тех, кто и по сей день осуществляет реализацию алкогольной, мясной и иной продукции неизвестного происхождения. Максимальный штраф составил 6000 рублей. Вывод: такова цена здоровья, а может быть и жизни того, кто, не дай бог, примет на себя самые пагубные последствия употребления данной продукции.